20 октября, ребят, сегодня. Так, время 5:40. Уже заметно темнее. Ну, дни короче. И погода 0 градусов. Вот это да. Сейчас на улицу я еще и пока не выходил. Ай, да, здесь. Туланчик. Я ночью, ночью отпустил его, потому что что-то он лаять начал. И зацепился. Так. Дождик идет. Спокойно моросит, но это не помеха для сегодняшней охоты. Хоть куда-нибудь нас схожу. И, наверное, думаю, только с Туланчиком пойдем. Айду оставлюсь на сегодня. Ветер гудит. Ой, просыпаемся. Я в 4 часа уже как-то вставал. Как всегда, печку затопил там. Ну, чтоб чайник закипел. Чайник закипел там. И что? Будем завтракать и собираться куда-нибудь сходим. Где-то через полчаса. 6:15 будет рассветать. Ну, нормально будет видно уже. Вот сейчас, в принципе, можно идти, но темновато еще, темновато. Подожду еще минут 30 хотя бы. А потом уже в путь. Куда-нибудь схожу. Я одену этот плащ на себя. Вчера укоротил, немножко длинный. Ну, изношенный уже. Снизу все уже порвалось. Короче, в плаще пойду. Хоть дождь, хоть что будет, но схожу куда-нибудь. 6:15, ребята, как я вышел с избы. Вот такая одежда. У меня плащ длиннее была. Сейчас врезал так. Ну, сейчас сначала так. Пока по тайге пойду до вырубки. В плаще буду. А потом уже плащ сниму, конечно, если что-то увидим, кого-нибудь увидим. Айду не буду брать. Айду не буду сегодня брать. Ну-ка, Тулан, играют. Ладно, сходим. Посмотрим, какой день сегодня. Какой день будет сегодня. Непонятно пока. Пока сейчас дождя нету. 0 градусов. Пасмурно. Ветерок. Гудит тайга. Смотрите, какое озеро возле моей избушки. Сейчас поняли, что творится зимой здесь. Дождевая вода, если, скажем, попадет под избу, войдет, все, она не высохнет. Там замерзнет и ледник получается. Я вот думал, и вода идет под гору, вот в эту сторону. Я вырою вот тут еще канал. Будет уходить вон туда. Здесь не буду уже копать. Здесь я дрова колю и туда-сюда работаю. А вон там вырою, вон в ту канаву. И все нормально. Вон, смотрите, сколько воды. И она не просачивается. Она так и замерзнет, и всю зиму будет такой. Надо что-то сделать вокруг избы, канаву прорыть, чтобы вода уходила. Ну все, не будем задерживаться. Сейчас с Туланом мы сходим в тайгу сегодня в южную сторону. И завтра, если погода будет, тоже в южную сторону. Посмотрим, что будет. Когда Тулан видит свежий след, слышит, чует. Ну, она активно тоже бегает туда-сюда. Ищет. Хоть рябчик пробежит, хоть белка. Ушел вон туда. Тоже есть какой-то интерес, сразу становится. И сразу вот начинает нюхтить. Это протоптанная тропинка уже. Сколько раз здесь ходил, сколько лет. По одному тому же месту. В сторону юга. Вчера я здесь тоже проходил. Метров 150-200, наверное. Отсюда, если
западнее. Там, короче, зайца видели. Вчера вот тоже забыл сказать, что заяц был этот. У него мех уже белый. Ну, как у кролика. Не чисто белый, а сероватый от какой-то. Но давненько я не видел в наших лесах зайчишку. Сколько лет уже, блин. Хоть один бегает. Белку лает, ребят. Я видел белку тоже. Так. Пока включал камеру, я поднимался по этой елке. Она на сосне уже или что там? Звонкий голос. Хороший голос. Работа вот улана. Но он затаился. Отличный голос. Он спрятался. Но я искать не буду. Стучать по дереву не буду, ничего. Так пусть полает и пойдем дальше. Точно не может уже определить, на каком дереве. А я видел, как он поднимался на эту елку. Он на эту. Где-то на этой елке, или может быть уже даже перепрыгнул на какое-то другое дерево. Это рабочий голос у Улана. Дома одним голосом лает, а здесь уже совсем другое. Молодец, что молодец. Молодец. Была бы куница, подстрелил бы. А белку не будем трогать. Он спрятался. Он маленький, не будем искать. Была, пошли мы нам, Лок. Пошли мы нам. Пойдем дальше. Иду потею, ребят. Пока тишина. Лес все засыпает уже, наверное. Все, лес уже засыпает. Птицы все меньше и меньше поют. Остановился вот показать такое дерево. Сосна, ребят. Мама, не говорю. Что с корня, что до вершинки толщина почти одинаковая. Диаметр, наверное, 50 сантиметров. Не меньше. Интересно, карабин пробьет? Нет, скажем, хотя бы со 100 метров. 50 диаметр. Как-то надо попробовать тоже на убойность этого карабина пострелять. 2 минуты перекур и дальше пойду. Ну, в основном ельники и так. Шахматным порядком там сосны растут. Раз, два, три, 4. Да, и елки здесь прям идеальные. Были бы еще без сучья, можно на лыжи там подобрать. Вот этот более-менее вот. Вот этот елка прямая. Не знаю, какой там слой у него. Прямая и этот. Без сучьев. Ну, может там бывает вот этот, скажем. Если посмотреть. Елка. Ну, самое то тоже. Одну лыжу можно сделать. Диаметром 20, наверное. Больше. Так, обманываю. Да, 20 сантиметров диаметром. Вот 2 лыжи выйдет. Ой, одна пара. Скажем, без сучьев вон. Где-то 3 метра без сучьев. Но ты спилишь эту елку. Начнешь материал делать. А там бывают внутренние сучья. Наружных нету, а внутренние. Все очень портит материал. И тоже не годится. А так прямая здесь елка. Очень даже хороший лес. Но эта сосна вообще. Здесь полкубана леса, не меньше. Очень мощная сосна. Да. Ну ладно, дальше пойдем. Вот это да, тишина. Блин. Скукота прям какая-то. Вышел на вырубку, где добывал первого глухаря.
в надежде увидеть второго, который остался. Сейчас, наверное, не поленюсь, еще пройду кружок. И сюда уже в этом году тоже до зимы я ходить не буду. Если никого не увидим, наверное, пойду к речке. В тайге пока делать сегодня видно нечего. Или место не такое. К речке пойдем, может там куницу туда облаят или еще кого. Но в тайге тишина. Сейчас по-быстрому я схожу, проверю эту вырубку и пойдем дальше. Тулан, в принципе, работает. Ухтит, ходит. Куда-то он туда побежал. А вон он. Не под ногами крутится, а ходит впереди меня. Работает за двоих. За Айду и за себя. Но пока не устал. Он быстро устает. Ну, снежок был, видно, что ночью снежок примерзло немножко. Ну, 0 градусов. Видно, какой-то снежок ночью, когда я спал. Выпал чуть-чуть. Завтра -1 обещают. Вчера позвонил. Сегодня, говорят, без дождя будет день. Завтра -1, тоже без дождя. А послезавтра опять дожди. Переменчивая погода. Вчера вообще целый день не прекращая лил дождь так. Льет, усиливается, потом перестает потихоньку. Без плаща, блин, ходить тоже все сыро. Нормальный ветерок нужен, чтобы потряс эти деревья. Ну, как-то чуть-чуть как будто похоже на то, что проясняется, не знаю. Ладно, пойдем. Выскочил долгожданный глухарь, ребят. Никак не могу ожидать. Вот оттуда, где-то там он сидел, видимо. И здесь, вот я уже тут увидел случайно, как он пролетел. Так как крылья в деревья попадали. Ну, короче, улетел он, видно. Не сел, я не слышал. Один был. Тут ельник, вырубка. Я иду в ту сторону, там дорога будет. А туда пришел. Сходим туда. Там охотничья изба. Если что, возле охотничьей избы можно зайду, может там показать, обзор небольшой сделать. Очередную избу, но даже не мог подумать, я ничего не успел сообразить. Но вот той вырубки где-то, если напрямик, вот сосновой вырубки, где сосняк. Первая вырубка, когда сегодня мы выходили по километражу, если не ошибаться, где-то, если напрямик, где-то минимум, ну, максимум 1,5 километра, не больше. Да, туда сходим сейчас. В эту сторону я еще не ходил. Начал нюхтить. Вот, наверное, где-то он тут сидел. Вот тут. Может, тот глухарь, который там вот одного пострелили, а второй вот улетел. Ну, вот куда-то он. Там дальше, короче, тоже пруток такой будет, сосняк. Ну, где-то с полкилометра участок. А там вообще к реке уже дело идет. Фигово там место плохое. Нет, туда не пойду. Там, наверное, куда-то на болото там. Где вот этот. Сосны есть. Ну, в основном на сосны сядет, то есть.
Ладно, сейчас до избы пойдем. Конечно, хреново тоже будет. Ох, хреново там. Ай. Там ручей, блин. Это тоже с полкилометра такой тягун. Нехорошее место. Но сам по себе он, видно, выскочил глухарь. Если от собаки, то может быть куда-то еще подсел. Если сядет, вот скажем, он на те деревья, я подходить не буду. Здесь расстояние метров 150-170, но я буду стрелять. У меня выбора нету. Птица осторожная совсем, блин, ее не подпускает. Ну что-то пока тихо. Один глухарь. За такое время. Немало тоже уже, но, в принципе, прошли. Но в основном по еловым, где вот елки. Тут я, наверное, вам еще не показывал. Летом вроде как не ходил. Да, здесь площадка была. Но лес растет, тут хороший лес. Тут видно, что елки вышли уже. Здесь лет через 20 уже не узнать ничего будет. Хороший лес растет. Да. Я тут бураном только езжу. Пешком. Ну, тут следы летние даже. Топтались эти лоси кругом. Что-то лебедей ничего нету. Не летят. Тишина. Вот я не выключаю камеру в надежде. Может где-то взлет какой будет. Во, вон они, лебеди. Чего говорю, не летят? Вот, в упор летят. Сейчас покажу, ребят. Вот они низко летят сейчас, да. Только их ну, как сказать, вспомнил и вон. Вон, видели? Дикие лебеди. Серия, наверное, как если у меня руки трясутся, да зум такой сделаешь. Да, пошли лебеди. Но низко, очень низко полетели. Вот так, вон уже начинается геморрой. Ай, блин, там вообще жесть. Жесть и жесть. Да ладно. Перейду эту жопу я и включусь. Здесь я разворачивался, топтал бураницу. Ну, кто смотрит, вспоминает, должны знать, видеть. Буксовал, мама, не горюй. Ну, думаю, уже скоро тоже зарастет эта дорога. Вообще дороги не будет, потому что все под сад выходит. Не знаю, как дальше, где потом ездить. Ручей такой не очень большой, но настил тут, видимо, ложили тоже. Опа. И отягон, ну, метров 40, наверное, до сюда пришел. Здесь ручей. Он там и уже этот, как его. Вот такая трава и сыро. То у меня палка. Когда-то капкан тоже оставлял. По пути там проверяешь. Едешь, проверяешь. Нифига ты вот не ловилась здесь. Так. Ну да, поляна должна быть еще. Но это
этот год тоже как-то подготовиться. Опа. Интересно, полено. Смотрите, какое хитрое полено. И да, вот капканы вставляю. Вон он. Капканчик ставишь, приваду туда и все ништяк. Но это я, наверное, помнится медведь, наверное, блин, тут. И вот напора снега, потому что под елкой, а медведь тут хулиганил. В стороне была эта поленница, я сюда ложил раньше. Сейчас я установлю и дальше пойдем. Ну, примерно вот как-то так. Там будет еще капкан стоять. Установил, не знаю, а потом сезон придет, может, поставлю капкан или нет. Подумаю. Но я отсюда снимаю, потому что бывает тут уже людишки ходят. Вон, людишки тут уже могут ходить. Да. В сторону, сейчас в сторону Нижера уже отправляемся. Такое дело. Но все равно места надо менять, проверить. Где-то что-то есть, нету. Может там сосняк будет, может еще чего кого увидим. Ну, обычно там косачи бывают. Ради них сейчас пока дойду. Есть еще, конечно, другой вариант. О, блин, утонешь. Другой вариант, чтобы сюда прийти. Но, ой, блин, не представляете, как долго еще идти тут. Но решил этот путь, конечно, тяжеловато. Тяжеловато ходить. Вон, ни конца, ни края вообще. Эта красота скоро дорогу закроет мне. Вон там стена непроходимая. Не проехать, не пройти вообще. Пешком, не на технике. И тут все уже зарастает даже. Такой сейчас снег выходит. Там дальше береза. Вообще жесть. Здесь вроде как осина. Вон, смотрите. Свежие тоже. Ну да. Лоси кормились вон. Кончики так прикусывают они и все. Почки так. Ну, вот. Вон. Все свежие. Тоже видно проходили тут. И перекус небольшой у них был. Вон видели, как березы растут там вообще. Я говорю, тут уже так зарастет, что я не знаю, где я дальше бураном буду ходить, ездить. Вообще жесть. Ну, здесь только он тут пробовал. Тут только веники собирать. Самое то. И плащ, слышите, как шумит в таких местах. Я, наверное, переоденусь. Плащ под пиджак одену. Ну как хлопает, блин. Это не дело тоже ходить так. Немножко подзабыл же месторасположение этой избы. Думал, проскочил. Там вдруг на глаза попались эти у бани, наверное, крыша. Что-то блеснуло. Ну, вот, не знаю, охотник здесь или нету. Поглядим. Вот тут баня у него, видимо. Но она как-то разок я снимал уже это. Стекло разбито. Почему так? Почему стекло у него там? Или заброшено это уже? Так. Что-то нежилое помещение это. Не то бани, не то старый дом. Что-то крышу подправили. Для чего? Крышу подправили, а все разбито.
Ну вот, сама изба. Дровишки, конечно, заготовлена на целый месяц. Ну, недельки 2 можно. Пила. Это пилорам. Для чего? Кого резать этой пилой? Капканы вон. Охотничья. 2, 3 номер. 1 номер. Все есть. Вот так. Ну раз пришли. Зайдем, посмотрим. Опа. Машинка самодельная. Машинка самодельная. Вон. Комбайн такой. Клюкву, бруснику собирать. Чай тоже здесь попью, наверное, перекушу. Все вам за раферка. Еще чуть-чуть запах тепла чувствуется. Запах тепла, вон печка. Печка идет, труба в бок, наверное, книгу читает, видимо. Но убраться он ушел, но буквально холодный, но чувствуется, что или вчера, или позавчера здесь охотник еще был. Вот смотрите, сколько дров. Это нившевские, вот так всегда делают. Дрова здесь и на улице. Ну-ка, уйди. И все за собой убирают. Подметут. Уйди, туда, ну-ка, кстати. А в первой избе, которую я показывал, это с другого села, это Строицкая, наверное, мужики. Там они уже другие охотники, Господь. Там уже бардак после себя оставили и, короче, фигня все. Я, наверное, здесь чай попью и пойдем дальше. Вон костяшку нашел. Вот так. Ну, лишнего ничего не оставлено, так. Что-то висит там мешок. Вот. Для мышей ничего такого съедобного не оставить. В общем, я пью чай и дальше пойдем.